Свое предпочтение этому виду спорта во всем мире отдает более полумиллиарда человек. В республике цифры куда скромнее. Однако популярность шахмат растет с каждым днем. Воспитанники Назрановской гимназии доказывали это не раз. Вот и сейчас они заняли почетное второе место во Всероссийской олимпиаде школьников по шахматам. Я очень обрадовалась. Это было большим впечатлением для меня. Это было очень хорошо и круто. Но мы долго к этому стремились, и занимались, работали. В числе призеров и Залина Муцольгова. Этим видом спорта она занимается уже 4 года. На ее счету немало побед. Участвовала первый раз, но я еще выезжала на другие соревнования и участвовала в 4 этапах. И на каждом этапе было по 40 задач, и мы должны были решать их за определенное время. Например, в мат в 3 хода, в 4 хода мы должны были там поставить мат или съесть какую-то фигуру. Всероссийская онлайн-олимпиада по шахматам организована Федерацией шахмат России и благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко в рамках проекта «Шахматы в школах». А вначале прошел школьный этап в 256 школах из 60 регионов. Следует отметить, что в данном туре всего приняли участие 2020 шахматистов. В следующем региональном этапе отобралась лучшая школа каждого региона, где сборная гимназии, набрав максимальное количество баллов, заняла первое место и вышла в окружной этап. А в следующем окружном этапе 60 команд-победительниц соревновались между собой и выявили 8 команд-финалистов, которые и представили свою школу на Всероссийской олимпиаде. Баталии на черно-белом поле. Участникам олимпиады предстояло решить шахматные задачи на время. Соревнования проводились в 5 туров, по 10 заданий в каждом. Победа за теми, кто наберет наибольшее количество очков. Кстати, все задачи команды получали в онлайн-формате. Решать задачи. Давалось 30 секунд на одну задачу, но задачи были... Сначала первый этап был легкий, потом были, конечно, сложные, но так мы справились очень хорошо. Но в самом последнем этапе там не было такого, что нужно одним ходом, 2 ходами выиграть. Там нужно было саму позицию получить. Там даже конкретно не написано задание самой задачи, что там нужно сделать. Тебе нужно как-то самому решить. Поэтому там непонятно. Грамоты и награды призеров еще в пути, поэтому ребята ждут почетного награждения. К слову, это не единственная команда, отличившаяся в шахматных баталиях. Самой юной учащейся гимназии, команда из 4 человек, стала 3-й. Мы шли первым, только мы получили 3-е. Но в следующем в турнире мы получим 1-е. Папа очень обрадовался, сказали, молодцы. А ты сама обрадовалась? Да, нормально. Подготовка к очередному турниру начнется скоро. А пока юные шахматисты планируют отдохнуть, тем более каникулы. Тамара Хашагульгова, Рамзан Зурабов, Новости 24.